10 октября. Господь господствующих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса, Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10, 9, 10. Будешь исповедовать Иисуса Господом. Слово «Господь» имеет более глубокий смысл, чем подразумевает однократное слово «Господин». Слово «Господь» на востоке Римской империи, в Малой Азии, Сирии, Египте – это божественный титул. Например, преемники Александра Македонского поощряли свое обожествление и присваивали себе это божественное звание – Господь. Позже этим титулом стали именоваться римские императоры. Римский император Доминициан, в правлении которого апостол Иоанн был сослан на остров Патмос, именовал себя в официальных документах «Наш Господин и Бог». В Септуагинте, переводе Ветхого Завета на греческий язык, имя Божье переводится с еврейского языка словом «кюриос», в русских переводах — словом «Господь». Таким образом, исповедовать Иисуса Господом означало признавать Его божественную силу и власть. Исповедовать Иисуса Господом означает признавать Его большим, чем самый великий из великих царей, Господом всех господ. Победив смерть воскресением, Иисус являет свою божественную силу и величие. Апостол Павел говорит о божественном величии Христа. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Есть много богов, и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, который все, и мы им. Если у Христа есть власть над самой смертью, то Он подлинный Царь царей и Господь господствующих. Наша вера в Него, как Господа, является спасительной, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ищешь смысл жизни? Хочешь разобраться в событиях, грядущих на нашу землю? Переходи на сайт biblestudy.by. Это онлайн-платформа по изучению Библии, где есть ответы на твои вопросы.